Бисмилля рахман рахим. Мы с вами, иншаллах, продолжаем. Сегодня у нас второй урок по поводу айльм аль-фараид, наука о наследстве. И на прошлом, альхамдулилля, на прошлом занятии мы с вами за один урок практически смогли взять мукаддима, вступление в науку о наследстве. Сейчас, иншаллах, сегодняшнего дня мы с вами начинаем разбирать сам айльм аль-фараид, саму науку. И на прошлом уроке что мы с вами взяли? Что касается оставленного имущества покойника, как надо правильно, по каким параметрам распределить. Потом условия, основы и условия. Ну и взяли самое основное, что касается разделения, самой процедуры деления имущества. Это то, что в наследственном праве ислама есть две категории у нас наследуемых. Именно две категории наследников. Первая категория, то есть в первой очереди, так скажем, давайте вот так, да, в первой очереди, если будем говорить на современном языке, в первой очереди и второй очереди. В первой очереди делится у нас на два вида. Первое, которые имеют долю по Корану и Сунне. И второе, это которые не имеют. Нет, они все кровные связи или же там не имеют что? Определенной доли. То есть наследники первой очереди, которые обязательно не получат, это которые имеют долю по Коране или Сунне, асхаб аль-фараид называется. Асхаб аль-фараид — это те люди, которым определена, то есть установлена определенная доля. И которые асаба, которые не имеют определенной доли, но они будут получать наследство. У нас поэтому, наверное, и в светском законодательстве, что вот так с этими долями не мучиться, они так себе упростили. Родственники первой очереди, родственники второй очереди, и все. Зачем голову ломать с этой математикой? Да, то есть не всем же может повезет с преподавателем математики, правильно? То есть поэтому иногда, наверное, чтобы не мучиться с этими долями, сделали в первую очередь, вторую очередь и все. Хотя не так, наверное, тоже не так все просто. А в исламе родственники кровные, да, или же муж и жена по причине никяха, родственники, они которые 12 их родственников, так скажем, да, которые имеют долю по Корану, определенная доля есть. И второе, как сын, например, сын, внук, сын сына, вот, брат, сын, брат, дядя, дядя со стороны отца, дядя со стороны отца. Сын, брат, дядя со стороны отца, вот такие, иншаллах, мы этих возьмем. Это уже они не имеют определенной доли. Это называется родственники в первую очередь. Пока они есть. Почему я фразу, можно сказать, от себя вам придумал, или пока, в которой в арабских книгах это не говорится. Это говорится в светских законах. Пока они есть, в второй очереди они не получат. Пока есть вот эти 12
родственников, которые по Корану и по Сунне, у них доля есть, или как не имеют определенной доли, но по мужской линии. По мужской линии. Мужской линии есть родственники, то тогда родственники второй очереди они не получат. Хотя бы один, да. А если же второй очереди называется Завиль Архам, они, по ним вообще есть разногласия в исламе. Ибн Аббас, радийаллаху анхума, говорит, что они вообще не получают. Если Ибн Аббас говорит, значит, кто так говорит? Из мазхабов. Сразу включаю. Имам Шафии. В шафийском мазхабе, значит. Если Ибн Аббас говорит, значит, шафийский мазхаб тоже. Мекканская школа. Чувствуете? Ибн Аббас есть и Шафии. В шафийском мазхабе, а второй ученик, они говорят, вообще они не получают, все идут в казну. Имам Али, куфийская школа, потому что Али это в Куфе. И также Ибн Масуд. И значит, из мазхабов кто? Ханафитский мазхаб. Проблема не в ханафитском или шафийском. Проблема, вернее, разногласие, оно в чем? В авторитетах, на тех школах, на кого они ссылались. Да? На кого они ссылались. У этих сахабов, радийаллаху анхум, которые изначально направление дали в вот этих школах. Поэтому школа Ибн Масуда или имам Али, радийаллаху анху, они говорят, что если вот этих родственников нет, то есть есть покойник, маид, покойник, мы привыкли, наверное, будем это П ставить, да? Потом идет Ж, женщина, и от него, от нее, от женщины, между этим покойником и наследник, если между ними будет женщина, это будет считаться кто? По женской линии Завиль Архам, если они получат только тогда, когда нету родственников в первой очереди. По мужской линии. Некоторые могут сказать, почему по женской линии тогда нет. Почему только по мужской линии? Потому что у этого человека есть своя какая? Мужская линия. Правильно? То есть наследство человека, чтобы оно не слишком распылялось, то есть имущество покойника не слишком распылялось на какие-то маленькие дроби, на маленькие, так скажем, доли, незначительные размеры, потому что если учитывать только идет по мужской линии. Поэтому этот наследник, говорят, он останется без наследства. Нет, он без наследства не останется, у него есть своя мужская линия, которую он получит. Но если уже так получилось... Нет. Мы здесь покойника разбираем. Вот покойник, есть женщина, после женщины есть наследник. Между ними никак будет получать между покойниками? Нет. Покойник, например, умер мужик. Осталась дочь. Дочи тоже нет. Умирает бабай, даже не бабай умирает. Была у него дочка. Дочки тоже нет, она тоже умерла. У этой дочки есть сын. Бабай умер, есть внук. Но он получит наследство или нет? Внук. Нет, не получит, пока вот эти есть. Если через дочь идет, он не получит. Если был бы сын сына, у бабая был бы сын, который умер, а потом есть еще внук, он получит. Он заберет все. Да, иншаллах, до этого. Это самый последний, иншаллах, то, что мы разберем родственников второй очереди в самом конце, когда вы будете специалистами в родственниках первой очереди. Сейчас, иншаллах, мы с вами самую основную суть, мы, альхамдулилля, с вами уже начали понимать, что есть родственники, которые мы должны понимать, что 12 надо разобрать, которые у них доли есть по Корану, и которые не имеют доли, родственники. И потом уже
дойдем. Зауль архам. Когда до них дойдем, уже будем уже практически, даже сами будем уже знать. То есть, можно вопрос, да? Да. Если получается у деда дочь и сын, дела получается одна сын брата. Дочь и сын. Ну, то есть, Дочка умерла, да, остался внук от дочери. да, есть сын, допустим. Если сын заберет все и все. Тому внуку ничего не будет. Поэтому в таких случаях, если, например, со стороны отца бывает же, что он уже нету родственников, Киев Ягана, так скажем. Это бабай знает, что от стороны зятя Киев, его отца, никого там тоже нет. Поэтому лучше в этом случае что сделать? Завещание. Но не больше 1/3. Вот мы, альхамдулилlah, мы сейчас с вами начнем. Родственники в первой очереди. Самый легкий от простого к сложному. Первое, иншаллах, римская 1 напишите. Римская 1 это азауч. Азауч, муж. Супруг. Самый легкий это муж и жена. Вообще наследственном праве муж и жена. И Аллах Субхану ва Тааля аят начинает сура Ниса. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. Муж забирает 1/2. Можете 50% написать в процентах. 1/2. Если муж забирает, значит кто умирает? Если умирает жена, то есть если у покойницы, правильно? Покойницы нет кого? Нет наследника. Фараун варис. Я, конечно, вот на русском не смог найти эту книжку, чтобы правильно переводить. Нет. Если у покойницы нет наследника, вниз называется, наследника, ребенка напишем, ребенка, мальчика или девочки. Или девочки. Если у покойницы нет наследника ребенка. Ребенок подразумевается здесь кто? Тот наследник, который это или сын или дочь. У сына может быть еще сын, у сына еще может еще сын. Называется ответвление, фар-варис. Если у покойницы нет наследника ребенка, сына или дочери, у сына может сын, дочь. А от дочери мы дальше вниз уже что? Не смотрим, да. Если даже, например, дочери нет, сына нет, но здесь внук есть, это по линии сына будет считаться наследник. А здесь уже ставим вот так, что? Такие крестики. Только по мужской линии. Муж забирает половину. Нормально, да? Муж половину. Если у покойной жены нету кого? Детей. Наследников детей. Сын, неважно, сына или дочери. Или же внуков по линии кого?
мужа. Получается, от этого мужчины, получается, эти дети, да? М? От этого мужчины же. Здесь От этого может, а мужчины. еще сына или дочь. Неважно, сына или дочь. По мнению мужа же, правильно, да? Ну, здесь мы рассматриваем, и покойница кто? Женщина же, да? Жена, Ж или ПЖ лучше ставить, Пежо, да? ПЖ, да. Покойница женщина. Неважно, от него ребенок или не от него, может от другого мужика там были. Главное, что у нее не было вообще детей. Хоть даже откуда вообще непонятно, но у нее если есть свой ребенок, это значит, что у нее есть уже ребенок. Все легко и просто. У нее есть ребенок или нет ребенка. Если ребенок, то есть ее сын умер, но от сына осталось или сын, или дочь сына, тоже считается как наследник. Здесь тоже вдруг даже внука не осталось, но от внука еще есть сын или дочь. Пока идет все по мужской линии, дочь, сын, сын, дочь, сын, все равно это будет считаться наследник. Главное, чтобы не было именно через женскую линию. Но пока если у покойницы есть сын или дочь, то тогда уже другой вопрос. Например, матат ватаракат. Покойница умирает. И остается у нее кто? Муж. И у покойницы есть кто? Дочь. Дочь. Муж и дочь. А, здесь, извиняюсь, не тот пример. Не тот пример, да. Половина муж и сестра. Муж и сестра. Ну, нам же ребенок не нужен. Сами говорим, что муж, если у покойницы нет наследника, а сами уже дочку сразу. Муж и сестра. Муж сколько получает? Муж 1/2. Сестра сколько получает? Ну, если никаких больше родственников нет, то тогда 1/2. Да. Все, вопросы. Очень легкий пример. Это получается имущество мужа, что ли, деньги? Женщины, покойницы. То, что ей принадлежало. Конечно, то, что ее, да. Ее золото. Следующее. Здесь очень надо быть осторожным. Покойница, женщина умирает. Покойница. Остается муж. Муж и мать. Муж сколько получает? 1/2. Сразу. Смотрим, нету ребенка, сразу муж 1/2. А мать сколько получает? Мать. Если никого нет, тоже 1/2. Да, сначала мы будем смотреть так. По Корану, иншаллах, мы сейчас дойдем. По Корану она получает 1/3. Остается остаток, правильно? Сколько остается? 1/6. 1/6 остаток. Остаток 1/6. То есть он 50%, она 33,3, остается 16,6, правильно? 1/6. Вот этот остаток куда надо девать? Нет. По ханафитскому, опять-таки, разногласия в этом вопросе. По ханафитскому масхабу, если муж, говорит, забрал свою долю, это имам Али ибн Масуд, радиаллаху анху, так сделали нам такое направление. Муж говорит, самое последнее, то, что связывало мужика и женщину, это что? Никях, правильно? Никях, после смерти никях что? Закончился, расторгнулся. Все. Аль-Маут это уже будет считаться разводом. Они развелись перед Всевышним. То есть они жили в этой жизни только как муж и жена по никяху. После смерти они становятся что? Уже, она уже вдова, она может выйти замуж через Эйду за другого мужика, да?
Вот. Это значит, что связь оборвалась, правильно? Но осталось у них только наследственное право, один раз их держит. То есть еще одна ниточка осталась между ними. И одна ниточка, вот это как раз и вопрос наследства. После того, как муж забрал, или вернее, может быть, жена забрала потом, да? Муж забрал, самый последний момент, то, что их связывало, вот это исламское законодательство, наследственное право, все, они стали на 100% чужие друг другу. Поэтому уже на 1/6 второй раз муж не может сказать, я же твой муж, извини, уже ты уже не муж. Это что? Иджтихад имам Али радийаллаху. Поэтому они только, один муж, может быть муж или жена, они только один раз забирают и они уходят в сторону. Все. А кровь, мать, сестра, кровь, она остается пожизненно. Поэтому мать говорит, хоп, подожди, я твоя мать. И давай вот это я заберу себе. Муж, все, у вас уже никаких вопросов с моей дочерью не осталось. Спокойницы, никаких связей у вас уже нет. Ты забрал свою по Корану свою долю, все, уже уходи. А остаток, говорит, я себе заберу. Поэтому остаток забирает, это называется ар-радду аля асхабиль фарай. Вторичный, то, что остаток будет возвращаться кому? Тем родственникам по крови. И мать забирает себе остаток. И в конечном счете равно сколько? 1/2. Пример еще один возьмем, и я вам потом примеры дам домашнее задание. По 5 примеров на каждого покойника. Не на вас, а на покойника. Умирает покойница. Остается муж. И остается брат. Ее брат. Ну, бабушка уже, понятно, да? Бабушка умирает. Остались ее брат и... Ну, у брата там полно детей, пусть будет. Детей не было. Муж умер, остается муж у нее и брат. Под старость часто случай. Бабушка умирает, остались муж и брат. Муж сколько получает? 1/2, все легко, да. Брат сколько получает? Остаток. Мы обычно так не пишем, мы пишем остаток. Чтобы не привыкать, что у брата что? Есть какая-то доля. Остаток. Но остаток в скобках для себя мы пишем, что 1/2. Ну, что потом уже, надо человеку считать, сколько, 50%. Вот смотрите здесь, что сестра 1/2, что брат. В этом случае мужчина и женщина не имеют разницы по крови. Нет, не по крови, а в этом случае. Что брат получил 50%, ну, от лимона 500 тысяч, что была бы сестра, то же самое, получает 50%. А? Если, ну, в этом случае, только в этих случаях. Не из-за детей, а почему я вас к этому готовлю? Потому что бывают братья баракятные, называется, баракятный брат. А есть плохой брат в наследстве. То есть из-за брата не было бы у нее брата, сестра бы получила. Но рядом есть брат, и она из-за брата лишается наследства. Или наоборот, она бы не получила, но из-за того, что брат есть рядом, из-за брата она тоже будет получать. Но пока самые простые примеры в математике, то, что мы видим, что сестра получает, что брат получает. Сестра 1/2 тоже, да? Ну тоже остаток, да? Нет, у нее 1/2 доля. И у сестры, у женщин 1/2 идет. Пока только начали. Математику любите, да? Нет? Нет, уже нет. Муж получает, самое главное, пока нам нужен муж. Получает 1/2, если у покойницы нет наследника, ребенка, мальчика или девочки, сына
или дочери. Или сын сына, дочь сына, но все равно по мужской линии. Муж, вторая позиция, это была первая позиция, получает 1/4, если если начинается у покойницы, да, второе положение, покойницы есть ребенок, наследник, да, есть ребенок, наследник. Муж получает 1/4, 2 раза меньше, то есть 25%. Ребенок это имеется в виду внук. Наследник, опять-таки, или сын, или дочь, или сын сына, или дочь сына, или сын сына, или дочь сына. Но дочь только один раз, первая дочка, она только получает. А от дочери остальные, дочь, дочери, сын, дочери, дочка, дочери, дочь, дочери, они уже не получают. Только первая девочка получает. Сложно? А вот сестра 50% получает от остатка или до того, как остаток? Нет, у нее по Корану у нее половина. В первой ситуации, если у сына есть дочь, потом идет сын, он получает, дочка получает, а после дочки... Первая дочка только. Если у покойницы есть сын или дочь, вот сейчас мы будем на примерах разбирать. Умирает покойница, у нее остается кто? Муж и дочь. Муж и дочь. Муж сколько получает? Как 1/2? Если у дочери есть, уже все 1/4 только. Только муж уже 1/4 у покойницы. Он в любом случае 1/4, хоть сколько у них детей, да? Неважно, ну пусть будет там, да, хоть 10 детей. Он уже 1/4. Муж получает 1/4. Дочь сколько получает? Пока по Корану она получает 1/2, половина. Остается остаток, да? Опять-таки, 1/4 остаток. Если 25% здесь, 50% дочка забирает. И опять-таки, что происходит опять-таки у нас? Покровный, вот этот остаток возвращается обратно к дочери. Если нет, да, пока здесь никого нет. Но если муж, то 2 мужика не могут быть супругами. Муж на муж не может быть. Пока в исламе. То есть покойница умирает, остается дочь и муж. Муж получает 1/4, потому что у покойницы есть кто? Ребенок. Она получает пока по Корану 1/2. Потом уже смотрим, нету ли каких-нибудь племянников. Там был брат, например. У брата еще есть кто? Сын. Вот тогда, если был бы брат, или брат умер, уже старый, ее старший, бабушка умирает, муж и дочь, брат уже умер, но у брата есть сын, племянник. Тогда вот это 1/4 куда уйдет? К этому мужику уже. Ближайший муж. Или к брату, да, если брат жив? Если брат жив, если он жив, то уже брату, да. Все уже будет по какому? По системе очередности, как обычно в наследственном праве. Самый ближайший родственник. Только он может один. Среди мужчин только один. Не может быть там 2 мужика. Если они, конечно, не родные братья. Да? Если родные братья, 2 брата, то получается каждый пополам. Если родные, то они будут делить, да. Вот это 1/4 они будут делить. Если еще брат, например. 2 брата осталось. Вот они 1/4 уходят на 2 братьев. Да, на 2 братьев пополам. Все, ничего такого, на первый взгляд, сложного нет. Следующий пример.
Умирает покойница у нас, женщина. Остается муж. Муж и сын. Муж и сын. И брат пусть будет. Брат и сестра пусть будет. Или пока хватит. Сын это большая фигура вообще. Пусть будет даже сестра. Да. Муж получает сколько? 1/4. 1/4. Сын что делает? Сын сколько получает? Остаток? У него нету доли. У него не может быть, у сына не может быть ни 1/5, ни 1/2, ни 1/10. Сын забирает остаток. Он, кроме, если сын есть, были бы родители здесь, кроме кроме отца и матери, также мужа или жены, наоборот, неважно, то есть убирать, кроме супруга, вот так напишем. Сын всех будет лишать. Кто там есть, он всем закрывает дороги. Он не может закрыть родного отца, не может закрыть родную мать и не может закрыть мужа или жену, то есть супруга. Остальных все, которые есть, которые бы должны были бы получить, сын говорит, я здесь, остальные вы отдыхаете. Все. Он забирает, то есть получается только отец может, пока сын здесь стоит, только отец покойника может забрать свою долю 1/6, мать 1/6, ну в этом случае уже, да? Иншаллах мы это. И все, а остальное все сын забирает. А? Дочь он забирает, она забирает дочь, но дочь у нее, она не может закрыть других. Но сын будет закрывать. Отец или мать покойника 1/6. Каждому падает, что ли? Да. Да. فورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. Вот это все в Коране Аллах Субхану Тааля. Все. إن كان لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. لكل واحد منهما السدس. Каждому из них 1/6, если у покойника есть валад, сын. Понятно, да? Что сын у нас это самая основная личность, которая будет блокировать всех родственников, кроме отца, матери и супруга. Все. Он только 3 человек не может закрыть. Остальных всех будет закрывать. Сын, понятно? А вот родная дочь на 50% получит, когда все уже остальные свои заберут? Нет. А и кто доли есть, забирают они только по долям. Если 2 сына, хоть 10 сыновей, они будут остаток делить между один. Нет. Если дочь 50% заберет, остальные свои проценты. Где 50%? А если там нет, Когда первый пример же были. Если здесь дочь рядом, да? Дочь. Сын ее блокирует, 2х будет, 2 к 1. Дочь получит 1 долю. То есть мы здесь, иншаллах, я вам научу, это отдельно надо. Он эту свою сестру рядом с собой забирает, и они делят остаток 2 к 1. Сын 2 раза больше, чем дочь. 60, если остается, 40 минут, 29. 60, да. Делится так, что сын это как, вот забегая вперед, давай не будем показывать.
Сын – это как две дочери. Две дочери, и это одна дочь. Плюс одна дочь равно 3. Делим на 3, и получается каждая доля, да. Сын 2/3 забирает, дочь 1/3. Да. Но до этого дойдем. Пока с мужем надо разобраться. Вам домашнее задание. Вопрос муж. Запишите примеры. Первый пример. Дома сделайте. Умирает покойница. Остается у нее муж. Это задача или пример, который решить надо? Это пример. Который надо решить. Задача Дома. Домашнее задание. Дочери. внучка. Дочь дочери, да. Внучки разные могут быть. Дочь дочери. Внучка. Вот остается муж и дочь сына. А? Это второй пример. Это первый пример. Это второе. Остается муж и брат. И брат, и сестра. Три хватит пока. Остается муж и дочь дочери, муж и дочь сына, и остается муж и брат и сестра. Женщина умирает. Ну да, если муж остается, значит женщина умирает. А дети как наследство не делят? Как дети Ну, наследуют? вот сын у нее маленький, 2 сына осталось. Ну они тоже как наследники. Вот дочь, сын, неважно ей 50 лет или там 2 года. Они сейчас хотят решить проблему с задачкой. Ага. Да. Ответьте, пожалуйста, вот, например, когда остается, умирает женщина и остается муж и дочь дочери. Как будет ответ? Да? Так. Иншаллах. А? Это домой. Когда заявили, там, если хотя бы один родственник есть, то уже не получает вообще ничего. Дойдем, иншаллах. Римская 2. Нам вот 12 категорий надо будет разобрать. Римская 2. Жена аззауджа. Жена сколько получает? То же самое. 1/4, если у покойника, в этом случае уж покойник, мужчина умирает, правильно, если жена остается? Да. У покойника есть наследник, ребенок, сын или дочь. Или дочь. Даже если у покойника нету, извиняюсь, нет наследника, ребенка, сына или дочь. Да. Нет. То же самое, просто жена в 2 раза меньше получает. Женщина, вернее, в этом случае. Если у покойника нет наследника, ребенка, сына или дочь. То есть умирает покойник, да? Остается жена, и остается кто?
брат. Брат и жена. Если у него детей нет, да, то жена получает сколько? 1/4. Если детей нет, 1/4. Остаток кто брат? Кто получает? Нет, нету у брата 1/2. Остаток. Остаток. Здесь 3/4 будет. 75%. Если жена 25%, то брат получит что? 75%. Да. Это брат. Второй пример. Умирает покойник, остается жена. И у покойника кто? Сестра. Но детей нет, мы не можем детей в этом случае, да? Да. Жена опять-таки получает сколько? Детей, если нет, 1/4. А сестра сколько? 1/2 пока. Но если опять-таки нету ближайших мужчин, по каким-то мужской линии нету родственников, обратно возвращается к кому? К сестре. Также 75. Просто здесь разница в том, что есть брат, здесь уже других мы не смотрим. Например, у покойника есть дядя, допустим. Дядя или сын дяди по мужской линии, да? Дядя со стороны отца. Если здесь брат есть, все, мы это дядю, других родственников вообще даже не смотрим. Дальше даже искать и мучиться не надо. А если еще сестра, то 1/2 ей даем и начинает кого искать? Мужчин начинаем искать. Дядя может есть. Может сын, двоюродный брат быть, сын дяди со стороны отца. Вот тогда остаток получит вот этот сын дяди, двоюродный брат может получить еще. Остаток. В этом есть разница, что? Поэтому мы сначала смотрим. Сестре отдали 1/2, 50%. 25% жена получила. Да. Со стороны матери там уже через женщину. Здесь мать. У мати это кто? Это женщина, же. Все, у нее есть брат. Вот этот брат уже все. Он уже эздавулярха. Это уже не наследник. А здесь отец. Ага, мужчина. У отца брат, дядя. У дяди сын. Все идет по мужской линии. Поэтому у него есть шанс получить. Мать, иншаллах, дойдем. Второй случай. Жена получает 1/8. 1/8. Если у покойника есть наследник, ребенок. Сын или дочь, неважно. Сын или дочь. 1/8. Пример какой? Покойник. Остается у него кто? Жена. У покойника есть дочь. Жена сколько получает? 1/8. Дочь сколько получает? Пока 1/2. Если же опять-таки нету ближайших мужчин родственников, то обратно весь остаток возвращается к ней. Дочь сразу, если на ее уровне нету ее брата, то есть сына нету, то дочь сразу говорит: половина моя. Если рядом с ней нету ее брата, если брата нет, если дочка только одна, то она говорит: половина наследства моя, остальное это ваша проблема.
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Вот 1 и 2. Римская 1, римская 2. Первое, второе, то, что муж, все просто. Муж получает от покойной жены половину, если у нее нету детей. Он получает 1/4, 25%, если у нее есть наследник, ребенок. То есть тот ребенок, настоящий наследник. И жена то же самое, 2 раза только меньше. 1/4, если у покойного мужа нету детей. Неважно, там от других жен может быть. Но главное, этого мужика нету детей. А если есть, не обязательно у них общий ребенок. Главное, смотрим у покойника. Кстати, покойник можно говорить, нет? Говорить? Да. Покойник. Усопший. Уснул? Покойник. Это покойник, это то, что ушел на покой, правильно? Покойник. Пророк саллаллаху что сказал про аль-мустарих аль-мустараху минху? Люди делятся на 2 категории. Есть мустарихи, есть мустарах. Мустарих или мустарах. Есть люди, когда умирают, они только 2 вида. Или мустарих, который отдыхает от тягот, от трудностей этой жизни, он мустарих, все, он устал, все, ему отдыхать надо. Он ушел на покой, то есть он устал уже терпеть, устал, это аль-мустарих. Это касается мусульман. Но не только, вернее, мусульман, но не всех мусульман. Тех мусульман, которые в этой жизни вкалывали, как настоящие мужики. Да, то есть работали, ибадат делали, старались. И они, иншаллах, там уже ушли на покой, то есть уже от тягот, от проблем этой жизни, то есть они отдыхают. Аль-мустарах, второй вид людей, это может и среди мусульман быть такие, от которого люди отдыхают. Аль-мустараху мин. Да, от него люди отдыхают. Хорошо, что он ушел. Да, это касается, конечно, и неверующих, которые в этой жизни жили только, так скажем, для себя, не знали ни тягот, ни этой жизни, никакой связи с Аллахом не было. И некоторых мусульман тоже, которые страдали от них другие люди, и они говорят аль-мустараху минху, то есть Аллаха шакир киттибу. Да? Это хадис аль-мустарих аль-мустараху минху. Поэтому покойник, то, что мы говорим, покойник, надеюсь, уже, иншаллах, он ушел на покой. Может быть, да? Но не все, получается, кто они покойники. Для них это все приключение только начинается для кого-то. Поэтому это уже акида мы пошли, да? Если жена получает 1/4, если у мужа нету наследника, то есть нету детей, она получает 25. А если уже у мужа есть ребенок, она получает 1/8, то есть 12,5 получается. От 20% 12,5%. А если у мужа был и умер ребенок, когда-то был, она сколько будет получать? 1/4 или 1/8? Но ребенка уже не стало. На момент его смерти уже ребенок давно умер, допустим. А у него дети Нет, остались? нет. Нет, детей нет. То есть это уже нет. На момент надо смерти смотреть, кто именно был. А когда-то были или что-то, дети, это не важно. Все легко и просто, правильно, да? 1/2, и все начинается 1/2, 1/4, 1/4 и 1/8. Сейчас, иншаллах, мы с вами перейдем к римской 3 и 4. Сегодня мы закончим, Аллах веса. Это будет хорошо.
Отец. Третье. Римское 3. Это отец. Отец. У него 1, 2, 3. 1, 2, 3 положения. Первое положение это 1/6. Если у покойника или покойницы, у моей покойника есть кто? Да, если ребенок, если у покойника есть 1/6. Есть. Да, есть ребенок. Есть ребенок. Неважно кто. Сын или кто? В основном сын. Здесь только сын. Ребенок сын. Потому что от дочки то иншаллах другое положение будет. Сын только, да? Да. Ребенок только сын. Мальчик. Мужского пола. Мальчик. Ребенок сын. 1/6. Он не сможет больше забрать, отец не сможет. Отец это номер 2. После кого? После сына. Поэтому если женщина хочет выйти замуж, и у нее, допустим, 20-летний сын, и есть отец, кто должен быть вали? Сын. Сын. Опередил тебя. Сын выше, чем отец. Поэтому говорят, отец говорит, я против, а сын говорит, я разрешаю. Мама, выходи. Отец, сын по статусу вали, он выше, чем отец. Отец первый раз ждал уже. Да, отец в свое время его ушло. Но дело не в этом, а то, что смотрим мы по мирасу. Сын, он на первом свете. Поэтому сын, если есть, он больше отцу не даст больше брать. Если сын есть, он отцу говорит, все, ты вот получишь, и он всех будет лишать. С наличия сына он будет лишать всех. И отцу не даст больше 1/6. Второе, 1/6, второе положение. 1/6, если у покойника даже если есть ребенок женского пола, то есть дочь. Ребенок, дочь, если есть дочь. Можно ребенок убрать, если есть дочь. Если есть дочь. Так, 1/6 плюс остаток, То есть остаток будет возвращаться к нему. То есть отец здесь у нас будет играть роль кого? Он будет играть роль первого, который забирает свою долю. И здесь уже он будет играть роль асаба второй степени, который без доли. Асаба. Как самый ближайший мужчина для покойника кто? После сына? Отец. Поэтому самый ближайший родственник мужчина, он это как асаба. Запомните это слово, асаба. Если у покойника, даже если есть дочь. То есть он забирает 1/6 плюс остаток, если у покойника, даже если есть дочь. Примеры. Сейчас уже, видите, у нас что? Расширяется наша карта географии. Остается у покойника жена. Остается отец. А первое это пример.
Ну, пока общий. Так, отец, жена и пусть будет дочь. Дочь. Жена сколько берет? Сразу, сходу, дочь. Одна. Дочь есть, ребенок есть, 1/8 сразу. То есть 12,5%, да? Ну, давайте процентов не будем пока. Жена 1/8. Дочь сколько? Мы смотрим, кто 1/2. Отец. Сразу он забирает сначала свою 1/6. Потом плюс посмотрим, остаток есть или нет. Остаток есть, да? Дочери, значит, уже остаток не светит, правильно? Потому что есть ближайший родственник, преимущество отца. Но дочь говорит, половина моя, остальное вы сами. Здесь больше всех кто получает? Дочь. Он 50%, она 50% уже все. Остальное уже жена, отец, это уже все. Она говорит, моя и все. Дочь говорит 50%. Здесь дочь больше всех получает. Остаток остается. Мы сейчас плюсуем все, да? Делаем общий знаменатель 6 и 8. Какой у них? 24 же? 6 и 8. Какой ближайший знаменатель? Математика 6 и 8. Дочь, так, 12. 24 делим на 2. 12. 24 делим на 6. 4 плюс 4. И 24 делим на 8 плюс 3. Равно? Равно 16. 19. 24. И получается плюс 5 24. Еще как в виде, как остаток. А? Да, да. В коридоре не надо было сидеть. Все. Вот это, ну, деньги, это всегда так деньги. То есть, получается, после дочери у отца остается что? Остаток. А может быть наоборот же, да? Что пирог испекли 5, а пришли в 6. Что делать? Делиться надо по-братски. Иншаллах. Это масалятуль ауль. Это тоже такое бывает в мирасе. Ждали гостей 20, а они пришли 30. И тогда уже не по литру тухмач наливаешь, а по пол-литра только уже. Чтобы всем хватило. Иншаллах тоже. Давайте следующий пример. Покойник умирает. Кого напишем? Брат. Я добавлю просто здесь. Брат. Добавлю брата. Брат еще есть. Брат, жена и дочь, да. Отец. Он забирается, он делает. Остаток куда надо девать? Отец по ханафитскому мазхабу, он блокирует тоже как сын. Это был спор между Ибн Аббасом и Заид ибн Сабитом тоже. Заид ибн Сабит. Мы в этом вопросе за Заид ибн Сабита. Мнение его сын. Он блокирует своего сына. То есть получается его 2 сына, это сын, да? И этот сын умер у него, да? Но мы здесь как покойника будем рассматривать. Ему же брат? Ему брат. Неважно, сходный или родной, но все равно они братья. Отец блокирует.
И Зайд ибн Сабит говорит, субханаллах, говорит, интересно говорит, что Ибнуль Ибн, внука сына делает, говорит, как сын, но отца, говорит, он не делает как на уровне, то есть не блокирует его. Надо было, говорит, его блокировать. Но это спор, иншаллах, потом разберем. Ихтиляф, да, между Зайд ибн Сабит ибн Аббасом. И в ханафийском мазхабе отец, он блокирует этого брата. Отец может по желанию своего. А в мазхабе ибн Аббаса то, что брат, они вместе одинаково будут делить остаток вместе с отцом. Это другое. Но я вас пока путать не буду и сам не запутаюсь. Вот. Так отец, он блокирует брата. То есть в этом примере ничего не поменялось. Что поменялось? Что случилось? Если даже брат появился, отец его закрыл, и остаток забрал опять кому? Остаток себе забрал. И все. А он имеет право, отец, если захочет, своему сыну? Нет, конечно, здесь таназуль называется. Любой из наследников вообще в исламе, он может в пользу кого-то, после того, как свою долю, он может своему брату отдать, сестре. Или сказать, вообще, у меня и так хорошо, то есть у меня квартира этот, мне там дом в деревне не нужен, берите себе и все. Я свое право отказываюсь. Только вопрос, после того, как он отказался и потом передумал, он может ли обратно его забрать? Уже нет. Да. Вот. А? А? Правом, да, в светском праве тоже. Если человек уже хаку таназуль сделал, если он отвод сделал, он уже вторично забрать его не может. Давайте еще пример. То есть остается, умирает покойница у нас, женщина. Пежо, да? Так. Отказаться он может Муж. до смерти и после Нет, после смерти не в этом случае. Да. Еще не было такого. Деления имущества не было. Муж. У женщины остается дочь, отец, кого еще? Брат мы уже разобрали, сестра пусть будет. Муж сколько берет? 1/4, отлично. 1/4, потому что есть наследница дочь. Дочь, мне говорят, 1/2, все, вопросов нет. Отец что? 1/6. Плюс остаток. Он также что? Блокирует свою дочь, сестру и плюс остаток. Получается, общий знаменатель 12, правильно? Так, от 12 2 плюс муж 3 плюс 6. Получается 11 двенадцатых. То есть плюс 1/12 остаток. 1/12 остаток. Все легко просто, да? То есть отец, положение отца очень удобное. 1/6, если сын есть. В любом случае меньше 1/6 отец не получает. Это называется ла юхджабуна хаджаб аль-хирман. Они полностью не лишаются наследства. Это родители, муж или супруги, муж или жена, супруги и дети, дочь или сын. Они, то есть дети родные, муж или жена супруги и родители, они никогда не лишаются полного, то есть не подвергаются полному лишению наследства. Они, уменьшается их доля, но полностью лишения нет. Третье, мас'аля умария. Мас'аля умария. Мас'аля умария.
Мас'аля Умария называется из-за того, что это произошло во времена Умара ибн аль-Хаттаба. Третий вопрос. Мас'аля Умария. Пример Умара. Или случай Умара. Случай Умара. Умара ибн аль-Хаттаба. Умара. Мас'аля. Вопрос Умара. Случай. Вопрос. Вопрос Умара ибн аль-Хаттаба. Этого не было при пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, не было при Абу Бакре, радийаллаху анху. Этот случай произошел во времена Умара ибн аль-Хаттаба, и он созвал кого? Шура. Потому что этот случай был тяжелый. Ибн Аббас с этим не согласился, поэтому мнение Ибн Аббаса так и осталось еще. Отдельно. Но большинство сахабов пришли к тому, что мы пишем сейчас. И это принято в ханафийском мазхабе. Произошел такой случай, что умирает женщина, покойница, женщина умирает. У нее остается муж. Остались вроде бы очень, что типичный случай. Остается отец, остается мать. Наверное, лучше с матерью, когда мы мать взяли, бы, хорошо было бы это разобрать. Но это и там, в принципе. Сейчас потому что мать мы точно тоже начнем. Муж сколько забирает? Молодец. Ахсан, половина. Детей нет? Все? Детей нет? Что? Муж? Половина. Мать сколько забирает? 1/3 у нее. Потому что детей нет. Она забирает 1/3. Отец сколько? Мы сказали. У него сколько? 1/6 плюс остаток. Сейчас считаем. Общий знаменатель какой здесь? Очень легко, просто 6, правильно? Отец 1 доля, мать 2, 6, а муж 3. Равно единице. Вот. И что получается? Муж-то ладно, он забрал, 50% ушел. Мать 33% забирает, 33. А отец 16,6. Ровно в 2 раза меньше, чем мать. Это Умар ибн аль-Хаттаб сказал, что принципу ислама это что? Противоречит. Потому что Умар, что это чем пахнет? Какой? Мадраса? Какой? Мадраса тур-Раи. То есть мадраса тур-Раи, все принципы ислама, они должны соблюдать где? Во всех областях. Мадраса тур-Хадис, это считает и усуль фих то же самое. Вот принцип тарикатуль мутакаллимин есть усуль фих, есть тарикату рай, или тарикату аль-усуль, или тарикату аль-ахнаф называют. Вот этот принцип, который Умар ибн аль-Хаттаб применяет, это тарикату аль-ахнаф называется. Тарикатуль мутакаллимин в усуль аль-фихе, они говорят, этот случай исключение, поэтому оставим его так, как получилось. Это Ибн Аббас, поэтому и не стал это трогать. Говорят, ну, исключение бывает, с кем не бывает. То есть Ахнаф говорят, или Умар ибн аль-Хаттаб говорит, что эта ситуация, она противоречит положению ислама, что всегда Аллах Субхану из закари мислю хаззил унсаяйн. Мужчина своего уровня должна получать 2 раза больше, чем женщина своего уровня. То есть отец и мать, они одного уровня. В этом случае отец и мать должны что? Получать. И поэтому что сделали Умар ибн аль-Хаттаб со своими сахабами? Они сказали, муж получает половину, как полагается по Корану, и уходит в сторону. Другую половину, 1/2,
отец и мать делят 2 к 1. То есть мать получает 1/3, как ей полагается, а 2/3 получает отец. От чего? От остатка того. Допустим, от покойника остается 100 тысяч. Ну, 10 тысяч даже, не будет, 10 тысяч долларов. Да, 10 тысяч долларов. Муж получает 5 тысяч долларов своих и уходит. Остальные 5 тысяч делятся между отцом и матерью в соотношении 2 к 1. То есть получается, делим на 3, и отец получает 2 раза больше. Вот так. То есть половину муж забрал и ушел, остальную половину отец и мать делят в соотношении 2 к 1. За счет того, что он обеспечивает должен. Да, потому что он потом будет содержать свою жену на эти же деньги. Это называется мас'аля умария. И такой же аналог потом сделали на случай, если умирает покойник, а здесь кто? Жена. Жена сколько получает? 1/4. И то же самое, отец меньше будет получать, чем мать. И в двух случаях, когда остается жена или муж, или же отец и мать жена, или отец и мать, или муж. В этих двух случаях муж или жена получает свою долю и уходит куда? В сторону, а остаток делится между отцом и матерью. В соотношении 2 к 1. И это было подтверждено сахабами, радийаллаху анхум, в общих положениях, принципах ислама. Потому что во всех остальных случаях, что? Принцип разделения наследства идет 2 к 1. А мнение Ибн Аббаса какое? Некоторые говорят, что Ибн Аббас, радийаллаху анху, также, то есть его мнение вот так. То есть отец 2 раза меньше получает, и все на этом не трогается. Все считается как по Корану. Мас'аля умария. Но если вот этот исключительный случай не смотреть, то у отца сколько положений? 2 положения. 1/6, если есть сын, и 1/6 плюс остаток, если нету сына. Все. Остальные среди женщин практически он весь остаток будет забирать себе. Запомнили? То есть еще раз повторяю, муж 1/2 или 1/4, жена 2 раза меньше, 1/4 или 1/8, отец 1/6 или 1/6, то есть при наличии сына или нету сына, значит 1/6 плюс остаток. И все. Главное, вот эти цифры не надо забывать. И дома надо всегда тренироваться. Сейчас, иншаллах, мы на сегодня возьмем мать, и на этом, иншаллах, у нас, да, потому что хорошо, что вот если эти уроки у нас будут зафиксированы на камеру, и это будет как постоянным уже повторением на всю жизнь и может и на поколение, Аллах. Потому что мы не знаем, кто мустарих или когда-то мустарах будет. Так, 6, да, 4. 4 у нас это, иншаллах, это мама, мать. У матери то же самое. 1, 2, 3. Третий, что был-то? В случае Умара, 3. Первое. 1/6, если у покойника есть, если у покойника кто? Наследник, сын или дочь. Потому что она же половину не будет забирать, а остаток не будет забирать, наследник
сын или дочь. Если у покойника есть наследник, сын или дочь. Одна шестая. То есть ребенок есть, то же самое, как с женой. Если ребенок есть, то 1/6, все, она больше не сможет получить. У женщин остатка практически редко. То есть решала, у женщин остатка редко, поэтому у них только вот эти доли. 1/6, если у покойника есть наследник. 1/3, если у покойника кого нет? Покойника нет детей. И 2 или более братьев и сестер. Два или более братьев и сестер. Мать же не может братьев как закрыть, как отец, правильно? Как сестру взял, заблокировал и остаток себе забрал. Да? А мать так не может делать. Вот это запоминаем. Если у покойника есть наследник, сын или дочь, мать только 1/6, не больше. 1/3 у нее есть шанс получить, если у покойника нету детей, неважно там дочь или сын, или же 2 братьев или сестер, или брат и сестра. Если брат и сестра есть, то она обратно к чему придет? К 1/6. Она не сможет как отец закрыть. Если одна, то тогда 1/3, да. Но когда женщины соберутся, там такая арифметика начнется, даже коридор не поможет. И опять-таки третье, это масаля умария. Масаля умария, да. Да, опять вопрос Умар. Случай вопрос или случай Умар. Случай Умара это что это такое? Случай Умара. 1/3 от остатка чего? Кого? Супруги, да? Вот так напишем. Нормально будет? Или неправильно будет? 1/3 от... Нет, не остатка супруги, неправильно. 1/3 от чего? Нет. Или 1/3 после того, как супруг уйдет куда? Истираха. Заберет. 1/3. نعرف ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين. 1/3 остатка после 1/3 остатка после того, как один из супругов заберет свою долю и уйдет в сторону, да? Да. 1/3 от остатка. Угу. Случай Умара. Мы случай Умара с вами разобрали, поэтому уже не будем все так легко и просто. Да, там просто, да. Потому что мас'аля умария только в 2 случаях. Покойник умирает, остается или муж, отец и мать. Только 3 участника. Или же покойница, остается жена и опять-таки отец и мать. Да? Братья и сестры не помогут. Почему? Потому что отец их будет блокировать, правильно? Да, отец их сразу скажет. Могут помешать, если только дети будут, то тогда уже система сломается. Системы не будет. То есть это масаля умария не будет. Здесь только 3 участника. Отец, мать
и муж, или отец и мать и жена. То есть жена, супруг или муж забирает свою долю, уходит в сторону, отец и мать остаток делят что? 2 к 1. 2 к 1. Она 1/3, а отец остаток. 2 к 1. Все, начинаем примеры. Вот сейчас, иншаллах, примеры. Покойник, дочь, жена, жена, отец, мать, альхамдулилlah, видите, как сколько уже нас? Отец, мать. Жена сколько? 1/8, дочь есть. Дочь 1/2, мать 1, как 1/3, если 1/6, отец 1/6. Общий знаменатель 24 плюс остаток напишем, потому что везде женщины, кому-то мужчине надо забирать, да? Получается жена 3 плюс 12 плюс 4 и плюс 4. О, 1/24 осталось. 4 плюс 4, 8, 12, 23. 23, 24, 1/24, еще остаток. Чуть-чуть остался. Возвращается обратно к кому? Отцу. Если жена умерла. Вот здесь уже остатка уже не пахнет, да? Так, покойница умирает, а остается муж. То же самое дочь. Кто еще? Отец и мать. Отец и мать. Отец и мать 1/6, 1/6. Муж 1/4. Да? Почему? Потому что есть дочь. Она 1/2. Общий знаменатель 12. 12, здесь 12, 6 плюс 3 плюс 12 делим 2 и плюс 2. Сколько получилось? О, 13. Вот то, что мы говорили про пирог. Ждали 12 гостей, а пришли желающие сколько? 13. Тогда что надо делать пирог? Разрезать. На сколько? Нет. Надо 13 13 делать. А? Да, со всеми делиться. Пирог надо что? Ну, мы испекли пирог, круглый пирог для 12 человек. Пришли 13. Ну, обычно хазраты что делают? Всем поровну. Начинают делить уже пирог не на 12, а с каждого по чуть-чуть что? Чик-чик-чик забирает. Иншаллах, и мы цифры возьмем. Какие правильные цифры, какие неправильные. Если у вас эти цифры не попались, например, 16 12, такой не может быть. Есть правильные цифры, которые ты можешь попасть. Есть до 27 12. Это правильная цифра. Значит, правильно решили. И да, вот, может, иншаллах, мы этот. 27, вернее, 24. Это значит правильно цифра. Иншаллах. Это когда в основном вот так много женщин получается. У них у всех свои доли, своя цифра. И они просят свою долю. То есть получается, допустим, если 120 тысяч, например, денег было бы 12, то каждому попало бы что? По 10 тысяч, правильно разделили? А здесь по 10 тысяч каждая доля. Здесь получается 20 тысяч, например, 20 тысяч, здесь 30 тысяч, здесь 60 тысяч получили бы, да? Если, допустим, если 120 тысяч, если деньги считать. А здесь пришли 13, получается, делим на 13. И сколько получается? 9 с копейками. Тогда уже чуть-чуть у каждого. Здесь уже будет, например, допустим, 19. Здесь вместо 20 уже 19. Вместо 30 здесь 28 будет, допустим. Вместо 60 получается уже что? Ну, 56, допустим, вот так, да?
И вот так уже каждая доля у каждого уже поменьше. Ну, Спокойно получается, у мне отца не и надо. матери какие-то- А? Отец и мать в этом случае всегда не 1/6 у них. Когда есть ребенок, отец и мать всегда 1/6. А? У всех забирается по чуть-чуть. Кто-то больше может дать. А здесь кому остаток? Остаток и наоборот и нет здесь. Наоборот, Аль-аур. Сейчас я внизу напишу я вам. Давайте этот мас'аля отдельно еще раз разберем. Это вы с этими вопросами сможем. Умирает покойница, женщина. Остается муж, отец, мать и дочь. Все такие гиганты. Да? Муж со своими цифрами. Да? 1/4, правильно? Потому что есть ребенок. Дочь 1/2. Уже все. Я бы подольше мог бы вообще отца убрать, и здесь бы сестру добавил с 1/2 еще, например. Там, еще чем-то, да? Но пока оставим. Отец 1/6 и мать 1/6. Да? 1/6 у них, если у покойника есть наследник. Получается, здесь общий знаменатель какой? 4, 2, 6, 6. 12. Дочь 12 делим на 2. Сколько? 6. Это 12 делим на 4. Муж будет 3. 12 делим на 6. 2 и 2. Все это плюсуем. Получается 6 плюс 4. Да? А 6 плюс 3? 6 плюс 3 плюс 2 и 2. Равно 13/12. У нас же наоборот 11/12. Еще остаток оставался. А здесь остаток не остается. Да. И что делать? Пирог был испечен на 12 человек. Да. Например, пирог 12 килограмм сделали. Каждому, чтобы остался кусок, да, по килограмму. Чтобы каждый человек от балиша и для балиштен, да, на 12, я приглашаю 12 человек на маджлис. И делаю 12-килограммовый, что? Ну, плов, даже не пирог. Или с пирогом лучше. Балиш, татарский балиш 12 килограмм. Каждому, чтобы было по 1 килограмму. Но они никого, мы ничто, по Корану каждый из них есть своя доля. 1/6, 1/6, 1/4, 1/2. Я никого из них не могу что сказать, ущемить или сказать, давай чуть-чуть мы тебе 1/3 сделаем здесь или 1/5 сделаем. Дроби не можем менять. И что мне надо делать? Пришли вместо 12 человек, которые я их приглашал, пришли 13 человек. Плов у меня только 12 килограмм. Тогда, чтобы на 13 разделить, что я должен сделать? А? Да? 12 килограмм делим, уже начинаем делить на что? На 13. И получается здесь сколько? 923 грамма. О, отлично. То есть 1 килограмма, как я хотел, не получается. 923 грамма. 1 килограмм чуть-чуть. И каждый из них, у кого доля была 2 доли, у кого было 2 порции, вместо 2 килограмм он уже получит 1846. Все, он вместо 2 килограмм уже только 1846 получит.
кто должен был 3 доли получить, это у нас муж, да? Тогда вместо 3 килограмм он уже получит там 2 700, да, 69. То есть вот столько. И кто-то вместо 6 килограмм, он уже получит уже, опять-таки, 6, да, на 5. 500 сколько? 538. Видите? Он должен был бы 6 килограмм получить. Но он получает 5,538. У каждого доля чуть-чуть что снижается. Но зато у всех распределено так, как Коран им показал их доли. Каждый получил этот 1/6, 1/6, 1/4, 1/2. Каждый из них свою долю он получил ровно. Все по справедливости, да. Просто вместо ожидаемого пришло гостей больше. Желающих больше. Но у всех были тык-тык-тык по долям, забрали чуть-чуть. А это в наследство нежелаемые гости. Как они получают? Здесь не в людях, нежелаемый гость не в людях, а в цифрах. Люди те же самые. Люди те же самые. Просто цифры, ситуация, которые пришли, он должен был забрать половину. Он должен 1/3. А он должен, например, 1/4. Это их доли. Но в сумме они выше единицы математики. Есть единица, да? Не хватило каждому, чтобы забрать свою долю. У них больше единицы. Здесь не то, что лишний человек пришел, а то, что каждая доля в сумме у них больше, чем единица. То есть 1/2 плюс 1/4, например, да? Плюс 1/3 и плюс еще 1/3. Все они достойны этого. И цифры получались, не люди пришли, а цифры пришли. Понятно, да? Цифры пришли здесь. Короче, Кому имущество причитается? меньше, чем хотят они забрать. Имущество на самом деле меньше. Ну не имущество меньше, а их доли больше, чем дольщиков больше. Мы же обычно что делаем? Вот, например, допустим, квартира, сыновья, 3 детей, жена, и все. Разделили на что? На 4. 100% делим на что? На 4 получается ровно 25. И все. Но у нас мы делим, на что смотрим? На сколько имеем, на сколько человек, и делим все поровну. А здесь они не так приходят, как мы делим. У них с каждого есть своя доля. 1/4, у этого 1/3, у кого-то 1/2. И вот эти в сумме цифры, которые приходят, их больше, чем единицы. Больше, чем 100%. Они приходят 110% нам надо. Значит, этот остаток, кому причитается, они будут отдавать ему, да? Они просто цифры, которые пришли через мас'алятуль ауль, то, что мы превращаем это в 13, все, они уже пришли, каждый должен был по 2 килограмма, 3 килограмма получать, а там уже столько нет. Просто 100% делают. По 100% получается, вернее 110, которые они должны были получить, на 100 превращаем и по чуть-чуть поменьше каждый из них. Ну, столько нету плова. И вот этот остаток, кому причитается, он уходит. От всех берется, и кому причитается, опять же, по раздельности. Они все поровну по долям будут, да. Если вот эти цифры посмотреть на калькуляторе, вот так, деление посмотреть, у них точно получится 1/6 к 1/4. Все они будут приводить в соответствие по математике. Обычно простая арифметика. Понятно? Да. Поэтому мы сегодня, альхамдулилля, с вами 4 позиции из 12. 12 родственников, которые мы должны с вами были взять, вернее, собираемся взять, мы 4 взяли. Это самые легкие. Муж, 1/2, 1/4, если есть ребенок. Жена, 1/4, нету детей. 1/8, если есть наследник ребенок.
неважно, мальчик или девочка. И также отец 1/6 плюс остаток, если нет сына. А мать 1/6 получает, если есть любой сын или дочь. Если нету сына или дочь, или братьев, или сестры более 2 и более вернее, то тогда она получает 1/3. И масаля у Мария, это вопрос Умара, это только 2 случая. В 3 участниках муж, отец и мать. Или отец, мать и жена. Вот и все. Иншаллах, вот это домашнее задание. Не забываем. Пример. Может, еще домашний? Да, еще будет. Пример. Мгм. Давайте вот здесь. Умирает покойник, да? Остается. Первое. Муж, отец, мать. Отец, мать и сын. Муж, отец, мать и сын. Первый пример. Такое уже делаем. Умирает от матери, мать остается. Да, мать и 2 брата. 2 брата. Умирает покойник. Неважно, может быть это женщина быть, у которой осталась мать. Может быть мужик, у которого мать и 2 брата осталось. Это второе. Третье. Покойник вот это, во втором, это, покойник это жена, получается? Мать, 2 жены. Всё, умирает. То есть остается мать, 2 жены. Это уже интересно, да? 2 сына. 2 сына каких? Ну, каких? Старших, младших? От каждого по одной или как? Без разницы нет, что- Без разницы, да, вот именно. Ну, там одно мешает. Мать и 2 брата. 2 брата. Да. Все, 3 пока хватит. А? Да. Пирогов нет. Здесь нету пирога. Когда сын есть, никогда пирога не бывает. Запомните. Когда есть сын, пирога не бывает. Да.